Хайырлы күн, хөрмәтле коллегалар, здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня в пресс-центре Татар-Информ мы говорим о деятельности в 2017 году Государственного Госкомитета Республики Татарстан по архивному делу. И сегодня у нас в гостях председатель Госкомитета Республики Татарстан по архивному делу Аюпова Ирада Хафизановна. Хайырлы күн, исәнмесез? Здравствуйте. Пресс-конференцияны рус тілінде өткәрбез, чөнки түрлі телләрдә эшләүче журналистлар җыелган. Можно ли сказать, что 2017 год стал продуктивным годом в деятельности Госархива, и какие именно события вы конкретно хотели бы выделить? Хайырлы күн, исәнмесез, добрый день, уважаемые коллеги. И прежде всего я бы хотела поблагодарить журналистов за ту помощь и содействие, которое мы ощутили с вашей стороны в течение 2017 года в освещении нашей деятельности, деятельности по проведению и основных мероприятий, и по проведению мероприятий в рамках реализации государственной программы по развитию архивного дела в Республике Татарстан, принятой, как вы знаете, в прошлом году. На чем мне хотелось бы обратить ваше внимание? Ну, поскольку мы все с вами находимся на Декабристов 4, и вы знаете, что одно из зданий нашего архива расположено рядышком, точнее, мы Декабристов 2, да, а одно из зданий нашего архива расположено рядом, на Декабристов 4, я бы хотела отметить, что один из первых фактов, о котором хотелось бы упомянуть, это тот ремонт, который осуществляется сегодня не только в зданиях государственных архивов Республики Татарстан, но и муниципальных архивов. Если мы говорим о государственном архиве, то 99 миллионов рублей в этом году было выделено, точнее 99 миллионов 129 тысяч рублей на ремонт здания по адресу Декабристов 4. Кроме того, и работы здесь, кстати, завершены. Вы уже на здании можете увидеть наш логотип. Мы попытались персонифицировать, скажем так, визуализировать то, что здесь находится архив. Ремонт также идет в здании по адресу 8 марта. Там у нас расположено два здания. И 8 марта, и Сибирский тракт. Оба здания тоже находятся в состоянии ремонта. Ремонт уже там завершился в пользовательской зоне. Мы ожидаем завершения ремонтных работ по данному зданию в марте 2018 года. Нам осталось там выполнить по 8 марта ремонт на 4 и 5 этажах хранилищах. Конечно, для нас это большое событие, поскольку проведение ремонта, там общий объем финансирования составил 99,5 миллионов выделено было первый транш в прошлом году, в 2016 году, и 148 миллионов это транш этого года. Для чего эти ремонтные работы были проведены? Во-первых, на сегодняшний день все хранилища Государственного архива обеспечены системой пожаротушения. Вы понимаете, что система пожаротушения – это одно из ключевых условий обеспечения сохранности деятельности архивных документов. Во-вторых, там введена система температурно-влажностного режима, автоматического регулирования температурно-влажностного режима, что также позволит обеспечить сохранность документов, хранящихся в архивах Государственном архиве Республики Татарстан. Но я бы хотела сказать, в-третьих, вот если мы говорим по Государственному архиву, то общая протяженность полок до ремонта составляла 55 километров. Ну, то есть вы представляете, какое это расстояние. Это фактически до Зеленодольска. Если вот выстроить, это будут наши полки. Но сегодня, после ремонта, мы смогли увеличить за счет дополнительного хранилища и использования на 2 этажах мобильных стеллажей. Мы смогли на 10% увеличить протяженность этого архивных полок, там плюс 5 километров у нас в результате проведения ремонтных работ. Я бы хотела отметить, что еще одно решение у нас с Рустамом Нургалиевичем принято решение по строительству нового хранилища на территории Декабристов 4. В углу это будет только архивохранилище, но оно будет современного типа, класса А. Это будет единое хранилище с системой мезонинных стеллажей.
Там предполагается разместить до 1,5 миллиона единиц хранения. На понимание, у нас на сегодняшний день общее количество архивных документов, хранящихся в архивах Республики Татарстан, 7,5 миллионов. Из них чуть больше 5 хранится в архивах Республики Татарстан. Документы архивного фонда 4,2 миллиона единиц хранения, 3,8 миллионов единиц хранения – это документы, хранящиеся в Государственном архиве. Безусловно, строительство этого нового хранилища оно позволит нам еще в большей степени облегчить нагрузку на перекрытие в действующих хранилищах и уже более комфортно разместить существующие документы. Сегодня фактически даже с учетом увеличения на 5 километров у нас 100% загрузка хранилищ. То, что касается муниципальных архивов, то на сегодняшний день в рамках программы ремонта, капитального ремонта муниципальных архивов в 2017 году прошел ремонт в 16 муниципальных архивах. Это Агрызский, Аксубаевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Лаишевский, Мамадышский, Новошишминский, Заинский, Зеленодольский, Нижнекамский, Пестричинский, Рыбнослободский и Чистопольский районы. Хотелось бы отметить, что помимо программы капремонта, это было выделено поручением Рустама Нургалиевича 50 миллионов рублей в этом году, помимо этого еще было отдельно 4 распоряжения по капитальному ремонту хранилищ в Кукмарском районе, Актанышском районе, Набережных Челнах. В Набережных Челнах сегодня 1000 квадратных метров помещений выделено, там сейчас идет ремонт. И вот буквально 2 недели назад было принято решение по капитальному ремонту хранилища в Дрожжановском районе. Там администрация выделила новое здание, и в этом здании будет осуществлен ремонт. Там 9,6 миллионов рублей предположительно будет выделено. В будущем году планируется ремонт в 18 муниципальных архивах. Про распоряжение уже утверждено, и сейчас идет подготовка к торгам, и, соответственно, у нас заказчиком является Главное инвестиционно-строительное управление. Фактически мы планируем, что к концу 2018 года из 46 муниципальных архивов 38 муниципальных архивов уже будут соответствовать нормативным условиям хранения. Аллах иншаллах. Вот. Поэтому действительно для нас это очень важно, поскольку архивная служба, она это система ручьев. У нас из 2500 организаций источников комплектования чуть больше 400, 450 – это организации, относящиеся к государственным архивам, но более 2000 – это организации источники комплектования, которые комплектуют муниципальные архивы. Я бы хотела сказать, что для муниципальных архивов, кроме капитального ремонта, у нас еще было по 7 муниципальным районам были приобретены мобильные стеллажи. Мобильные стеллажи, они в среднем, это было 17,8 миллионов рублей выделено на эти цели. 7 муниципальных архивов: Альметьевский, Буинский, Заинский, Зеленодольский, Лаишевский, Нижнекамский, Сабинский районы. Почему именно в этих хранилищах? Потому что там, во-первых, был произведен ремонт, и, во-вторых, там наиболее правильные условия для организации мобильных стеллажей, поскольку есть определенные требования к перекрытиям и к размерам и форматам помещений. Это то, что касается укрепления материально-технической базы. Я считаю, что для меня, например, очень важной победой этого года является то, что в этом году впервые мы 5 миллионов рублей выделили в качестве системы грантового поощрения муниципальных архивов. Всего было у нас практически все районы приняли участие. Конкурс был в 2 этапа. Первичный этап – это был то, что касается непосредственно уже оценки эффективности деятельности архивов. А второй этап уже был защита проектов. 15 проектов 10 муниципальных районов признаны победителями. Фактически было 3 направления. Первое – это поддержка проектов по пополнению муниципальных архивов аудиовизуальному документу. Ну вот вы знаете, что вообще все в жизни меняется. Мы привыкли, что документы на бумажных носителях. Сейчас 18, 19, 20 век, они внесли революцию вообще фактически в документальное наследие. У нас появились фотодокументы и появились аудиовизуальные документы. Вот сегодня очень много в мире проектов, нацеленных на поддержку архивов устных историй, потому что устные истории, там они
готовится по определенному сценарию, когда человек, это не редактируемый текст, то есть человек рассказывает о себе, и фактически вот весь вот этот массив информации, он сохраняется в архивах, так называемые архивы устных историй. Вот для того, чтобы создавать такие архивы устных историй, мы, собственно, и вот реализовали. Одна из форм поддержки была приобретение аудиовизуального оборудования для записи таких архивов устных историй. Второе направление. Здесь победителями вышли Актанышский, Алькеевский, Нурватский, Тетюшский, Тукаевский муниципальные районы. Еще 5 проектов были направлены на оцифровку. Ну, безусловно, вы понимаете, что одно из приоритетных направлений нашей деятельности сегодня является цифровизация архивов, потому что это, с одной стороны, обеспечение доступности, с другой стороны, это обеспечение сохранности документов, потому что мы сегодня будем их хранить только в хранилищах практически, и выдавать документы уже не оригиналы, как бы невелик был соблазн исследователя полистать аутентичные документы. Для документа это все-таки не так полезно. А вот цифровые копии без проблем, они будут на сегодняшний день. Мы будем переходить к этому, потому что, ну, на самом деле это неизбежно сегодня. Вот для создания таких цифровых коллекций были выделены 5 грантов на приобретение комплексов по оцифровке. Там Верхнеуслонский, Елабужский, Заинский, Сабинский и Тетюшский муниципальные архивы победили. Ну и третье направление – это по использованию архивных документов. Вообще, в принципе, архивы же мы не только храним, мы еще и должны обеспечивать доступность этих документов. И вот использование документов при проведении мероприятий, это видеопроектор, ноутбук, указка для того, чтобы рассказывать про архивные документы. Это 5 районов: Актаныш, Верхнеуслон, Тетюшский, Тукаевский, Черемшанский район. Я хочу сказать, что я не принимала участие в обсуждении проектов принципиально. У нас была группа экспертов, эксперты, которые представляли и ведомственные архивы, научное сообщество, общественные палаты. И они сообща обсуждали, заслуживали каждый проект. И вот у нас это очень объективно. Все районы присутствовали во время защиты, то есть результаты, в принципе, были достаточно, ну, скажем так, не зависели от решения Государственного комитета. Это было именно экспертное сообщество принимало. Поэтому вот я считаю, что это для нас это очень важно, что Госкомитет сегодня, поскольку мы же поменяли статус. В чем это выражается? Это выражается в том, что мы сегодня все-таки зону своего регулирования позиционируем не только государственные архивы, но в том числе и муниципальные и ведомственные архивы. Вот я уже сказала про оцифровку документов. На сегодняшний день это для нас это очень болезненная тема, потому что на 1 января 2016 года, я приступила к должности в 2015 году, на 1 января 2016 года, к сожалению, вот одна из проблем, это была у нас низкая доля оцифрованных документов, она менее 1%, 0,6-0,7% составляла. Причем большая часть это аудиовизуальные документы. К концу этого года мы планируем прийти вот к цифре 2,3%. 2,3% это всего лишь 73 тысячи дел. Вот эффект высокой базы, к сожалению. Ну, то есть нужно понимать, что дело – это не одна страничка. Дело – это том. Это в среднем мы считаем 150 страниц, 150 документов при подсчете. На самом деле есть дела, и которых 500 страниц, есть дела, в которых 5 страниц. Они абсолютно разные, но вот такое среднее количество – это 150 листов. Поэтому мы планируем, что к концу года у нас 2,3% будут оцифрованы и, соответственно, включены в единую архивную информационную систему. Единая архивная информационная система, она в этом году она у нас доступна с нашего сайта. И на сегодняшний день 93% описей уже оцифрованы, вывешены. То, что индексированы, 35% описей, это, значит, они проиндексированы и введено больше 1,5 миллиона заголовков дел. То есть, в принципе, больше, чем по 1,5 миллиона заголовков дел уже можно осуществлять поиск документов. Почему такие цифры? У нас вот еще есть отдельный, это фонд книжной палаты, который перешел в свое время в архивы. По ним у нас отдельная ведется работа, и мы создаем единую систему, которая будет интегрирована с библиотечной системой, и она будет иначе индексировать эти дела и описывать. Я могу рассказывать много, но на самом деле вот это, наверное, самые ключевые такие направления. Я бы хотела сказать, что для меня моей личной победой, я считаю, что победой нашего коллектива,
безусловно, при поддержке Республики Татарстан, но здесь и вот сами ребята, они молодцы. У нас в этом году мы ожидаем все-таки, что наша средняя заработная плата у архивистов составит более 29 тысяч рублей. Это против 12 тысяч рублей по итогам 2015 года. Здесь, во-первых, благодаря поддержке Рустама Нургалевича у нас дополнительно фонд оплаты труда вырос. Но еще я хотела бы сказать, что мы очень сильно увеличили внебюджетные доходы. И на сегодняшний день мы уже заработали 24 миллиона рублей. Вот мы еще 5 миллионов было в 2015, в 2016 было 7 миллионов. В этом году мы уже заработали 24 миллиона заработали. Мы планируем, что еще у нас будет поступление. По популяризации прошла 51 выставка, 19 выставок – это интернет-формате. Ну и вот остаток – это реальные выставки, которые посетило более 7 тысяч человек. И мы надеемся, что это количество и дальше будет вращаться. Мы пошли на то, чтобы все-таки показывать оригиналы документов. Это действительно неповторимо. Вот. О чем еще хотелось сказать? Я думаю, что в процессе... Да, если вопросы будут еще, вопросам журналистов, пожалуйста, журнал Сүйенбике. Татарча берсем буламы сұрауына? Әлбәттә. Мен өзім де сіздің архивта эшләгән кеше буларак, анда шундай кызыклы фонд бар, метрический книжки. Хәзер бит күп кешеләрне, әби бабайлары, нәсел-нәсәпләре кызыксындыра. Менә ул метрический книгаларны оцифровка ясау турында юкмы планда? Һәм ул сезгә бик, әгәр дә аны хәтта интернеттан платный куйсагыз да, күп кешегә кызыклы булыр иде ул. Рахмет, сұрауыңыз үшін рахмет. Я отвечу, чтобы всем было понятно. Действительно, это очень востребованное у нас направление со стороны пользователей читальных залов, в первую очередь. Это метрические книги. Метрические книги, они у нас практически в полном объеме к середине будущего года будут оцифрованы. То есть мы сейчас их просто подгружаем в систему. Потому что оцифровать это один этап, следующий этап – это еще подгрузка в систему. И по мере поступления запросов мы стараемся все-таки имеющиеся уже оцифрованные документы подгружать. Здесь есть два вопроса. Вопрос номер один. Метрические книги не единственный источник генеалогических запросов. В этом году, кстати, у нас больше 2000 генеалогических запросов поступило. Из них 1200 – это запросы по гражданскому состоянию, люди, которые уехали, живут, точнее, например, в Средней Азии или еще где-то, для того, чтобы подтвердить родство, они запрашивают запись о том, что тот или иной их родственник, он родился на территории Российской Федерации. То есть это вот гражданские состояния. И есть полноценные генеалогические исследования. Человек может сам провести генеалогическое исследование, есть одна проблема. Если мы говорим о православных источниковой базе по православным приходам, то там все понятно. По крайней мере, можно понять. Если мы говорим о магометанских метрических книгах, там арабская графика. И арабскую графику, конечно, нужно переводить. То есть не все у нас на сегодняшний день. Вы знаете, что татарский язык у нас сегодня в 5-й графике. И поэтому вот только в течение последнего столетия это 3-я графика татарского языка, арабская графика, латинская графика, вот сейчас мы в кириллице. Да? И, естественно, вот немножко с понятием здесь есть вопрос. Но на понимание у нас всего лишь 10 тысяч документов. Это документы, связанные вот с генеалогическими исследованиями. Чуть больше 10 тысяч документов. Мы в этом году тоже в рамках программы мы пошли навстречу, и у нас сегодня для того, чтобы мы в большей степени могли, как сказать, обеспечивать полноту исполнения запросов, мы приобрели копийный материал у Российского государственного архива древних актов. Вот по ним буквально со дня на день мы ждем их передачу в электронном виде и, соответственно, подгрузку в нашу тоже систему для генеалогов, для тех, кто будет изучать генеалогические исследования. Удаленно мы вряд ли сможем это сделать, и объясню почему. Потому что очень много идет спекуляций, хотя у нас есть такая идея сделать портал, которым бы многие могли бы узнать о своих исторических корнях.
Ну, сразу очень зор рахмет сізге, потому что это действительно очень востребовано и очень важно. Я по количеству запросов хотела бы все-таки вот конкретизировать. У нас в этом году всего только в Госархив, то есть если в среднем по республике у нас это 130 тысяч запросов поступает, из них 20 790 запросов – это запросы, поступившие в Госархив вот на сегодняшний день. Из них 17 600 уже исполнены. И с положительным результатом 12 130, всего лишь 70%. Безусловно, львиная доля запросов у нас связана со стажем и заработной платой, но вот по генеалогии я сказала. Стаж и заработная плата, у нас очень большое количество организаций в свое время, они не сдали документы, поэтому исполнить вот по стажу заработной плате в полном объеме запросы всегда очень тяжело. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Рахимитес. Ғайлы һәм мәктәп журналы. Безнең архивларда совершенно секретно деген гриф соғылған документлар бармы? Булса ничә процент? Бездә шундый документлар бар. Это всего лишь 1% документов, менее 1% документов. Это действительно есть. Но вот я вот просто прокомментирую, да? Совершенно секретный документар турында СС. У нас ограниченный доступ не только в отношении документов совершенно секретно. Совершенно секретно их, вот сегодня у нас как раз будет комиссия по рассекречиванию в 3 часа. То есть мы ежегодно проводим эту работу, но то, что касается документов с ограниченным доступом, такие у нас тоже есть. Например, у нас есть документы 30-х, 40-х годов, связанные с судьбами репрессированных. Они уже рассекречены на сегодняшний день. Но доступ к этим документам, поскольку они содержат персональные данные, люди имеют только в случае представления документов, которые подтверждают родство. Вот. Или, например, есть документы, связанные с усыновлением. Мы тоже их не имеем права предоставлять. То есть нужно понимать, что документы, связанные с персональными данными, мы представлять не имеем права. Вот у нас сегодня это очень большая тема. Когда мы исполняем запросы социально-правовые по стажу и заработной плате, мы, как правило, отправляем информацию на деревню дедушки. Вот для того, чтобы избежать такой ситуации, у нас 1 января 2018 года, это уже отработано, мы переходим на оказание услуг в электронном виде через портал госуслуг. И там, пройдя аккредитацию через ЕСЕ, вы сможете, соответственно, полностью подтвердив право на получение запроса, вы сможете этот запрос отправить. Ну, там персонификация запроса будет уже. Спасибо. Татар информ Муршида Кыямова, менің бір сұрауым бар еді. Міне қазір бетінде міне Сүйінбика журналында айтып кетті, өзінің нәсіл білен қызықсынушылар бар, туған ауылы турында китаплар язушылар бар, нәсіл турында шәжәрәләрін түзүләр әйме. Һәр бір кеше дә үзе кіріп эшләмей бетінде менә галимнәр эшләп бирәйме? Яш галимнәр дип әйтик. Менә ул акчалымы, ничек? Беренче сорау, икенчесе, менә ул документлардан файдалана да киләчәктә битендә ул аны сата, бушка эшләмей. Һәм икенче сорау, опять-таки менә татарлар арасында соңгы вакытта китте тарихларны язу. Менә шуларны сез чагыштырып әйтә алмыйсызмы? Кайсы милләт күбрәк мөрәҗәгать итә менә үзенең тамырларына? Первый блок вопросов. Действительно, очень много у нас сегодня. Во-первых, сам Госархив на сегодняшний день оказывает услуги по генеалогическим исследованиям. Я бы здесь хотела сказать, что мы немножко поменяли форму. И если раньше мы брали деньги за каждую справку, это действительно платная услуга везде в Российской Федерации. Раньше мы брали просто деньги за справку. Эту справку не все могли читать, потому что она для человека простого, она не совсем понятна. У нас в этом году было создано самостоятельное структурное подразделение. Вот Эльдар Фаридович, он здесь вот находится, он самый молодой у нас замдиректора, он возглавляет Центр генеалогии. Этот Центр генеалогии готовит комплексные исследования, это достоверные факты. Это достоверные факты. То есть мы не имеем права подавать информацию, которая не подтверждена у нас документально. И стоимость этой услуги у нас, мы сейчас рассматриваем ее как возможность комплексной услуги, максимальной вот при глубине исследования до 18 века у нас будет порядка 20 тысяч стоить. Это комплексная услуга. Она тоже средняя, такая же, как и во многих субъектах Российской Федерации.
с оформлением, с аналитикой, с изложением, к какому сословию относится и так далее. То, что касается людей, которые работают, действительно, у нас очень большое количество людей, которые продают сегодня услуги на рынке, это занимаются профессиональной генеалогией, у них стоимость услуг очень разная, но, естественно, здесь есть вопросы, поскольку нужно все-таки, чтобы вы имели гарантию, что человек вас не обманет, и он не предложит вам одну справку, а фактически напишет другую. Вот на понимание, просто мы очень часто становимся свидетелями того, что идет фальсификация, подтасовка данных, тем более, что вы понимаете, что вот не было таких фамилий, имя, отчества, вот как сейчас вот это 20 век. Все обычно в метриках записывали имя ребенка, и имя и отца ребенка, и имя отца ребенка. То есть фактически, если у вас Гали Вали болса, анда сразу сраушага, вот Галиевич, Валиевич, вот такие вот вопросы есть. Это действительно, более того, мы с ПГС сталкиваемся с проблемой, когда к нам запрос приходит в русской кириллице. А ничек язарга, ничек жаваб берерге. Если вот руша язарга удерестугальбит, это надо на татарском, в оригинальной графике. Это вопрос, который не урегулирован сегодня законодательством. То есть вот такие вопросы есть. И то, что касается третьей, я могу сказать, да, действительно, мы сегодня начинаем, вот у нас на будущий год запланирован один проект, кстати, мы хотим попробовать по одному из сел сделать полностью, опубликовать все генеалогические свои, всю генеалогическую картину села на основе метрических записей, ревизских сказок по всем источникам, которые есть. У нас есть метрические книги, есть ревизские сказки, для православных есть исповедальные книги. Но есть еще очень большой опыт, и я считаю, вот если про регионы говорить Башкортостана, вот в Башкортостане, конечно, вот у них уже много томов издано таких вот сборников, которые позволяют действительно вот каждому человеку самостоятельно попытаться найти свои корни. Мы хотим по этому пути пойти, но там есть вопросы именно в обработке данных. Для этого нужно действительно консолидировать труд и ученых, и архивистов, для того, чтобы все это было самостоятельно. Самостоятельно сегодня изучают в основном энтузиасты, которые изучают историю своих сел, и они вот такие издания публикуют. Но мы не являемся в данной ситуации экспертами, насколько правильны эти исследования. Хотя эта тема есть. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, Татар-Информ. Хочу по порталу госуслуг уточнить. Ответ можно будет на запрос получить тоже в электронном виде. И это первый вопрос. И еще, может быть, там на портале, кроме запросов, еще какие-то будут доступны сервисы по вашей линии? Спасибо. Значит, спасибо за вопрос. По порталу госуслуг. Но, к сожалению, в рамках федерального законодательства у нас архивная справка, она выдается на бумажном носителе. И мы, в принципе, инициировали, подняли этот вопрос на федеральном уровне для того, чтобы проработать возможность все-таки передачи в электронном виде этой справки. Заявителю может быть представлена эта справка в электронном виде, в формате электронного документа. На понимание, у нас есть проблемы с идентификацией достоверности электронного документа во внешней среде. Мы этим тоже активно занимаемся, поскольку мы должны сегодня уметь принимать электронные документы на хранение к нам в архив. Сегодня совместно с Министерством информатизации и связи мы дорабатываем в том числе программу электронного правительства Республики Татарстан в части возможности формирования электронного архива. Здесь вот для заявителя будет возможность следующая. Он может указать, вот сейчас мы с пенсионным фондом проговариваем на эту тему, он может указать адрес пенсионного фонда, и по системе VIPNet мы пенсионный фонд по месту назначения можем отправить от нас документ в электронной форме для того, чтобы заявителю для информации, а в пенсионный фонд уже как документ для последующего использования при его согласии. То, что касается, кроме того, он, кстати, может получить ответы по системе МФЦ и по системе, значит, в архиве по месту жительства. Есть еще один вопрос, который вот вы задали по поводу альтернативных, еще какие варианты есть. Мы сейчас работаем над созданием электронного читального зала. Виртуальный читальный зал. Вы знаете, что в этом году мы открыли на базе и архива декабристов 4, и архива 8 марта на базе этих читальных залов, значит, виртуальный читальный зал президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. И вот как раз по
информация по селам, там очень много картографического материала, который может вызвать интерес у исследователей. Вот сейчас мы идем на следующий этап, когда человек сможет заказать документы в удаленном доступе, ему будет представлено. У нас по аудиовизуальному контенту это уже реализовано на площадке общефедерального торрента, это значит, Netfilm. Там можно уже заказать оригинал аудиовизуального контента высокого качества через интернет. Сейчас мы это же хотим по документам реализовать. Но тут есть определенные проблемы с использованием. К сожалению, не всегда при использовании указывают авторство, что эти документы хранятся в госархиве или в муниципальном архиве. Спасибо. Сүйінбеке журналы. Sizning менә бу биналардан тыш, 8 мартта һәм декабрь 4-тән тыш, Кауи Нәҗмидә һәм Кремлевскида биналарыгыз бар иде, аның тарихи биналар иде алар. Берсе Ширка бинасы, икенчесе тагын. Ул биналар рәтләнгәч сезгә кире кайтарылачаклармы? То, что касается здания на Кремлевской 2/6, мы вернули, это поручение было еще 4 года назад по возвращению Русской Православной Церкви. Мы запрашивали документы по истории этого здания в государственных архивах Российской Федерации. Самое раннее упоминание – это 1556 год по этому зданию, вот Кремлевская 2/6. И там было подтверждено, что это была, значит, первоначально церковь. Это если вот мы по этому зданию, мы его вернули, соответственно, Русской Православной Церкви. По зданию на Кави Наджми, это действительно историческое здание. Это, кстати, здание единственное, которое, точнее, первое в Республике Татарстан, на территории Республики Татарстан, которое было создано под архив, строилось под архив. Это здание, значит, архива суда. И это здание за нами сохраняется, но мы немножко сейчас делаем распределение. Оно, правда, у нас находится в оперативном. То есть не в оперативном, мы как в аренде сидим, потому что основное само здание, оно принадлежит УФСИН. И там мы планируем через год все-таки инициировать ремонт и сделать такой, знаете, больше центр для образования, образовательный центр. Библиотеку туда полностью перевести, проводить там мероприятия. Вот у нас Тарихи Бранч мы, например, да, проводим, то есть массовые мероприятия. Работа у нас сейчас заработала школа юного архивиста. Вот эти все мероприятия мы хотим такую коммуникационно-образовательную площадку сделать на Кави Наджми, потому что там, во-первых, рядом университеты, и, во-вторых, центр города все-таки это очень будет востребовано. Иншалла, тоже. Алла берсе. Гаилә һәм мәктәп журналының сорауы бар. Менә сездән документ алу, информация алу процессын ачыклап күрсәтегез әле. Кемгә кая ариза язарга була? Мәсәлән, кеше авылда яши икән. Нәрсәдән башларга эшне? Сездән мәгълүмат алыр өчен. Все поняла. Башта, значит, у нас, как я говорю, у нас, значит, мы создали, во-первых, пользователь. У нас сегодня единый центр приема населения. Он, кстати, очень хорошо адаптирован в рамках ремонта на 8 марта. Вы можете прийти и написать запрос именно в госархив. Тут нужно понимать, что если вы точно знаете, что эти документы находятся в госархиве. Поэтому любую информацию, связанную с документами, находящимися в госархиве, вы можете прийти и, значит, соответственно, оставить запрос там. Электронный Татарстан, по порталу госуслуг можно будет оставить запросы, связанные со стажем заработной платы. Значит, по муниципальным архивам, если вы не знаете, где вообще эти документы находятся, то можете написать сразу либо через интернет-приемную, либо через портал «Электронное правительство», либо письмом в Государственный комитет. У нас есть установка. Мы все-таки стараемся находить документы, даже тогда, когда не знаем, где они находятся. Бывают ситуации, когда организация была ликвидирована, а человеку нужно подтвердить, вот образовательная организация, недавно это было, была ликвидирована, документы не были сданы, человеку нужно подтвердить свое образование.
Мы проводили целый розыск, нашли документы, оказалось, это очень востребовано. И вот в таких ситуациях мы хотя бы говорим вам, куда пойти и где получить эту информацию, даже если ее у нас нет. Если эта информация хранится в нескольких муниципальных архивах, то мы, соответственно, формируем запросы, аккумулируя, тоже в любом случае вам информационно даем, а сами архивы присылают вам официальный ответ, если это требуется для последующего установления права собственности там, или еще какого-то. То, что касается генеалогии, можно прийти на 8 марта, но я бы вам рекомендовала все-таки приходить на Декабристов 4. Почему? Потому что генеалогические исследования очень сложные, и здесь вот специалисты смогут просто пообщаться и выявить более такие глубинные факты, которые позволят более качественно обеспечить это исследование. Вообще, если систематизировать все запросы, у нас, значит, самые массовые это запросы по стажу заработной платы, как я сказала. Есть вторая группа запросов, тоже очень востребованная, это имущественного характера, когда требуется подтверждение нормативных актов по земельным участкам, либо по объектам недвижимости, а выделение, ну, то есть возникновение права собственности, либо аренды по этим земельным участкам, либо объектам недвижимости. Третья категория – это документы генеалогического характера. Здесь у нас есть акты о гражданском состоянии, генеалогическое исследование. Четвертая категория запросов – это запросы по наградам. Это тоже очень востребованный на сегодняшний день запрос, хотя менее 1% они, но тем не менее очень многие люди обращаются. Пятая категория запросов, которая тоже она достаточно востребована, это вот по подтверждению образования. Здесь тоже это касается, когда вот те вот образовательные организации, которые были ликвидированы. Вот это вот 5 групп ключевых запросов. Есть и иные тематические запросы по истории села, по истории того или иного здания, по проектной документации. Ну, то есть это разноплановые запросы, которые невозможно выделить какую-то единую. Мы максимально все, что информация, которая у нас есть, мы представляем. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Татарстан, Андрей Лебедев. Я знаю, что в вашем составе находится книжная палата, бывшая книжная палата, газетный архив. И у них всегда были проблемы вот со своим этим архивом. У них огромное количество книг, газет. Вот как, в каком он сейчас состоянии, и все ли эти проблемы решены? У нас на сегодняшний день они полностью переехали, значит, в оборудование. Мы вообще структурировали вот то, что касается обязательного экземпляра, у нас полностью находится на Сибирском тракте. Вот здание на Сибирском тракте, это внутри Касхимнии помещения. И там, значит, в отремонтированных помещениях расположены газеты, журналы. Действительно, у нас более 2 миллионов единиц хранения. Это тоже все документы, которые были по книжной палате. Кроме документов печатных, мы сегодня по обязательному экземпляру получаем аудиовизуальные документы. И в рамках изменений законодательства 2017 года еще проектную документацию с 2018 года будем получать по государственному, когда государство заказчик. Там документ находится в удовлетворительном состоянии. Но есть еще, знаете, какой вопрос? Вопрос их доступности. Вот у нас не было, в этом году мы приобрели, очень сильно укрупнили, усилили лабораторию, и мы приобрели для них в том числе сканеры, которые позволят сканировать эти большие газеты. Потому что этот материал очень интересный, и надо понимать, что у нас не только центральные газеты, у нас газеты со всех районов. Это очень интересно, именно то, что география нашей республики, чем жила наша республика вот, в разные годы. Документы там находятся с 1926 года, то есть систематизированные с 1926 года, но есть и документы конца 19 века, они разрозненные. Там нормально все. С газеты «Республика Татарстан» мы планируем оцифровать все документы Республики Татарстан за 100 лет. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Если вопросов нет, завершаем пресс-конференцию. Большое вам спасибо. Всем удачного рабочего дня. Барыңызға рахмет. Яна бар білін сізні.